Задачи. Формирование базовых основ у школьников в области профессиональной деятельности по направлениям, создание условий для профориентационного самоопределения школьников и выстраивание индивидуальной образовательной профессиональной траектории. Содержание предметной области технологии осваивается через учебные предметы технология и информатика, другие учебные предметы, а также через общественно полезный труд и творческую деятельность. Так, на сегодня в стенах нашего колледжа проходят обучение по направлениям уроки технологии, основы швейного дела. Урок ведет Борисова Екатерина Анатольевна, заведующая лабораторией, мастер производственного обучения первой категории по совместительству. Программа направлена на реализацию предпрофильной подготовки и организацию профориентационной работы по курсу швея, где обучаются девочки 10, 8, 10 классов. Далее. Предмет основы слесарного дела. Урок ведет Никитин Владимир Петрович, молодой преподаватель спецдисциплин. Урок посещают ребята из 7-8 классов. Далее. Предмет спецтехнология. Преподаватель Васильев Виктор Иванович, преподаватель спецдисциплин высшей категории. Это предмет, где осваивают знания курса теоретической подготовки водителя, где входит, где программа выстроена по примерной программе подготовки водителей категории Б. Это предмет для 10-11 классов. И последнее, предмет компьютерная грамотность. Урок ведет Гаврилев Алексей Макарович, инженер-программист, молодой специалист. Всего за годы сотрудничества дополнительное профессиональное обучение прошли в 2018-2019 году 131 обучающихся, в 2019-2020 году 136. Это учащиеся, которые параллельно с обучением общеобразовательных предметов получили базовые работы с современным технологичным оборудованием, освоили современные технологии, ознакомились наяву с учреждением профессионального образования, с миром профессий, что в дальнейшем приведет к правильному профессиональному самоопределению. Основной нормативной базой является федеральный закон об образовании, это статья 15 о сетевой форме реализации образовательных программ, статья 66 начальное общее и среднее образование, письмо о методических рекомендациях по организации сетевой формы, договор о сетевой форме, требования СанПин и концепции предметной области технологии, а также федеральный госстандарт среднего общего образования. Так как концепция учебного предмета технология обеспечивает оперативное введение в образовательную деятельность содержания по направлениям, ранее перечисленным, да, это компьютерное чертение, 3D-моделирование, нанотехнологии, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, технологии умного дома. Все перечисленные направления должны быть разработаны с учетом общемировых стандартов на основе стандартов WorldSkills, с учетом специфики и потребностей региона. Исходя из этого, работу над проектом мы не останавливаем. Следующим этапом мы планируем реализацию программ по профессиональному обучению по выбранным профессиям с выдачей документа об образовании, подготовку и участие наших подопечных в чемпионатах профессионального мастерства и расширение масштабов и ресурсов проекта. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Анна Алексеевна, а теперь мы хотим представить вам нашу базу, мастерские, где проводятся уроки технологии. Пожалуйста, подключается. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы находимся в кабинете правил безопасности дорожного движения
Со школьниками мы работаем уже 2 года. Это 10 и 11 класс, конкретно я работаю. В этом году мы как бы разделили группу на 2 года, сам предмет спецтехнологии. В рамках этого предмета в первый год обучения мы обычно изучаем устройство автомобиля, особенности грузовых пассажирских перевозок, основы управления безопасности движения. А на втором году обучения, когда они уже будут получать определенную специальность, это водители автомобиля категории «Б», это правила дорожного движения, психофизиологические особенности водителя, значит, это основа управления объектов категории «Б» и первой врачебной помощи. Важно, чтобы к моменту регистрации нашим школьникам исполнилось 17 лет, тогда они как бы проходят практическое вождение и к концу обучения могут получить права водителя категории «Б». Обучение проводится в этом классе, оснащенных хорошими наглядными пособиями, техническими средствами обучения, мы вам покажем. Так, имеется компьютерный класс, состоит из 12 компьютеров, где наши школьники могут проходить практические занятия по тренировке, по правилам дорожного движения, безопасности управления. Также у нас установлена сетевая программа «Экзамен», как в ГИБДД. То есть также сдают экзамен, как после окончания обучения они сдают ГИБДД. Ну, я вам в дальнейшем покажу немножко работу наших программ. Так, ну, в данном случае разрешите показать, вот светофоры у нас используются, значит, действует в ручном режиме, также дублируется в автоматическом режиме через интерактивную автослов. В принципе, все это у нас работает конкретно. Так, для сдачи экзаменов, для тренировки используется вот сетевая программа. Я вам покажу сейчас. Ну, допустим, находим мы школу, школу номер 9. Так, видно, компьютер включили. Соответственно, начинаем, выбираем кандидата. Ну и в принципе, значит, задается определенное время, 20 минут конкретно, при сдаче правил ГИБДД. Ну и, соответственно, значит, на экран выходит у нас задание, где наши школьники приступают к отработке или сдаче экзамена. Дальше у нас имеются тренажеры. Один тренажер установлен здесь, в учебном классе, но он не действующий. Просто на этом тренажере наши школьники отрабатывают навыки посадки за рулем, значит, навыки руления, навыки переключения передач и так далее. Здесь имеется у нас 2 действующих тренажера. Конкретно нового тренажера стоят 3. 2 тренажера используются для подготовки водителя автомобиля категории «Б» и 1 тренажер для категории «С». Имеются манекенные тренажеры для оказания первой медицинской помощи. В принципе, на тренажерах, значит, наши студенты отрабатывают первоначальные навыки вождения в количестве 4 часов. Для вождения уже практически используются у нас автомобили, как с автоматической, так и механической трансмиссией. Спасибо за внимание. Перед вами выступил наш преподаватель спецдисциплин Васильев Виктор Иванович. А теперь посмотрим вторую мастерскую швейного дела. Здравствуйте, уважаемые участники совещания. Я Екатерина Анатольевна Борисова, заведующая лабораторией, также мастер производственного обучения. Мы находимся на базе нашего колледжа. Это у нас лаборатория макетирования швейных изделий, в котором занимаются наши учащиеся. Мы здесь проводим образовательную деятельность по учебному предмету технология для школьников средней школы номер 9 города Якутска.
Урок по предмету технологии для девочек направленный на реализацию профильной подготовки и организацию профориентационной работы на обучение по курсу швея. Наша материально-техническая база оснащена современными швейными оборудованиями. У нас имеются бытовые машины, стачивающие, которые выполняют 24 операции. Это фирмы Джуна. Также у нас имеется 4-ниточная обметочная машина фирмы Merrilok. Здесь занимается среднее звено. Старшие классы у нас уже занимаются, работают на промышленном оборудовании. Это у нас 5-ниточная машина, стачивающая, обметочная. Девочки выполняют упражнения на промышленном оборудовании, вот на авиалоке, на петельном полуавтомате и на стачивающих промышленных машинах. Все это машины у нас японской фирмы Juki. Влажная тепловая обработка у нас проводится в 2 местах. Вот у нас 2 места утяжельных. По программе девочки выполняют эскизы. Эскизы на свои работы. Они шьют и панно, декоративные подушки. По терминологии выполнения трудовых приемов по ручным работам выполняются вот такие работы. Каждая операция. Также по терминологии машинных и утяжельных работах также выполняем по терминологии, изучают каждую по терминологии операции ручным машинным утяжельным стежкам. Выполняем отделочные узлы, такие как обработка воротников разных форм и видов, накладные карманы, прорезные карманы, клапаны, манжеты и отделочные строчки. Здесь девочки знакомятся с видами материалов, также швейные и отделочные. По своим эскизам они изготавливают нагрудные украшения из фетра и елочные игрушки с использованием материала как фетр и отделочные материалы. Также по рукоделию выполняем аппликации машинными швами и строчками и вручную. Девушки также выполняют расчеты, строят выкройки на кухонный фартук и на прямую базовую модель прямой юбки. Кроме перечисленных изделий шьют у нас домашнюю одежду, как шорты, блузки, брюки. И шьем вот кухонные полотенца и наволочки. Помимо этого мы готовим участников по стандартам ВСР, по направлению юниоры, по компетенции технологии моды. Девочки занимаются очень хорошо, заинтересованы. Мы держим связь с администрацией школы и также с классными руководителями и даже с родителями. Спасибо за внимание. Спасибо, Екатерина Анатольевна. Это наш зав. Лабораторией, мастер производственного обучения. А теперь давайте подключим школу номер 9. Нина Петровна Черных, директор школы. Пожалуйста. Вы слышите меня, да? Да, слышно. Слышно, да? Здравствуйте. В нашей школе в рамках федерального проекта «Современная школа» и концепции преподавания предметной области технологии
успешно реализуется обновленная программа обучения данной области. На сегодняшний момент школа модернизирована оборудованием мастерских по профилю столярное дело и швейное дело. Однако следует сказать о кадрах. Школьные учителя не обладают уникальными компетенциями, такими как преподаватели технических колледжей. Поэтому ученики нашей школы постигают азы рабочих профессий в Якутском индустриально-педагогическом колледже. Вообще вся атмосфера мастерских, она вот особая, настраивает детей, значит, ну, как-то по-своему на работу. Объединение школьных и профессиональных компетенций дает хороший синергетический эффект. Учебная часть школы и учебная часть колледжа сотрудничают по методике преподавания, по профориентации. Учащиеся нашей школы в рамках проекта «Билет в будущее» посещают мастер-классы данного колледжа. Уроки технологии в первую очередь направлены на практику, на изучение того, что точно пригодится в реальной жизни. По учебному плану наши дети получают, значит, 7 и 8 классы, немножко повторюсь, это слесарное дело 2 часа в неделю, швейное дело 7 и 8 и 10 классы 2 часа в неделю, правила дорожного движения, теория автодела 10 и 11 классы 2 часа в неделю и информационные технологии 11 класс 4 часа. Ну вот хотелось бы, сейчас я услышала, что значит, информационные технологии, мы могли бы детям-то дать еще, наверное, навыки и по робототехнике, значит, расширить, значит, в данном направлении работу нашу с вами. Уроки технологии выведены из основного школьного расписания. Была большая проблема, родители не соглашались первоначально, значит, на то, что мы вывели из расписания. Они стоят по особому графику, удобному преподавателям и, значит, нашим учащимся. При желании обучающиеся могут при оплате со скидкой получить удостоверение о получении той или иной квалификации по выбранной профессии. Благодаря сотрудничеству школы и колледжа возрос интерес к данным профессиям и к самому колледжу. В прошлом году наши дети поступили на такие специальности, как сварщик, швейное дело. Надо отметить, что на должном уровне проходит подготовка по теоретической части правил дорожного движения. Идет подготовка, значит, к автоделу именно на базе колледжа. На уроках колледжа ребята осваивают компетенции по стандартам, значит, WorldSkills Junior и готовятся к участию в национальном чемпионате WorldSkills. Полученные знания и навыки ребята могут продемонстрировать и на Всероссийской олимпиаде по технологии. Кроме того, со своими проектами школьники могут участвовать в городском конкурсе исследовательских и проектных работ, что они делают. И вот даже в прошлом учебном году в условиях дистанционного обучения нам с колледжем удалось сохранить ценность занятий. И я хочу сказать, что все часы были выданы. Дети получили знания. Ну и в конце, в завершение хочу сказать, что, наверное, такой проект необходим. Проект «Школа-колледж». Значит, для чего? Для создания системы преемственного технологического образования на всех уровнях общего образования. Ну и, конечно же, для поддержки лидеров технологического образования. Спасибо. Спасибо, Нина Петровна. Вчера мы слушали все доклад министра образования и науки Республики Саха Михаила Петровича Сивцева, где он обозначил, что необходимо организовать дополнительное обучение школьников на базе мастерских учреждений СПО для укрепления их навыков и умений по интересам и совершенствования профессиональной деятельности. Спасибо. По первому проекту пока мы на этом закончим. Будут выступления, но их соединим после второго проекта. Переходим ко второму проекту «Яндекс.Лицей». Слово предоставляется Николаю Николаевичу Иванову. Здравствуйте, коллеги.
Меня слышно? Так, коллеги, вот сегодня вот Якутский колледж связи и энергетики мы хотим презентовать наш новый проект. Надо сказать, что наш колледж в этом году проходит большую модернизацию. Это и масштабный ремонт полностью третьего этажа учебного корпуса, это и открытие 5 современных мастерских по компетенциям WorkSkills на средства федерального гранта, это и открытие площадок проекта «Цифровая образовательная среда», и вот также открытие с 1 октября площадки Яндекс.Лицея у нас в колледж. Что такое этот проект? Наверное, всем интересно. Наш колледж пока единственная первая площадка в республике Яндекс.Лицея, но в целом это уже широкая сеть по большинству регионов России. Если рассказать об отборе, то наряду с нами вот несколько еще учреждений образовательных принимали участие. Это IT-КУПС города Нюрба и школа номер 5 город Якутск. Но, к сожалению, отбор не смогли пройти. Надо сказать, что сначала смотрят на материальную площадку, на материальную базу площадки, а потом преподаватели проходят длительное и очень сложное практическое обучение. И преподавателям очень сложно писать небольшие программы для прохождения этого модульного обучения. Ну, вообще, что такое этот проект? Давайте вот сначала посмотрим небольшой ролик, а потом уже буду рассказывать по презентации. Яндекс.Лицей – это двухлетняя программа обучения школьников профессии программиста. Именно после Яндекс.Лицея я решил окончательно, что в будущем стану программистом. Вообще не знаю, как без него жил. Мы решили создать навык для Алисы и назвали его «Игра в поиск синонимов». Красиво. Спасибо. Люди, которые приходят, они ближе к профессиональному программированию. То есть это что-то, что происходит в реальной жизни, что делает это более интересным, более прикладным. Ожидала чего-то намного более сложного, потому что программирование оказалось чем-то вообще недосягаемым. Некоторые темы были сложные. Я сначала не понимал функции и классы, но сейчас вроде разобрался. Ты чему-то научился здесь, можешь прийти к себе домой, включить свой компьютер и как-то применить это в своей повседневной жизни. Вот это здорово. Мы решили сделать бот, который предлагает пользователю места, которые будут интересны именно ему. Пользователь указывает свои интересы, а программа ищет в определенном городе те места. Даже без каких-то базовых знаний программирования за эти 2 года реально выучить язык Python на таком уровне, что будешь как молодой разработчик, и это круто. У тебя 5, а у меня 1, 2. Ну вот, посмотрели короткий ролик, там один из площадок мы смотрели российских. Вкратце ребята сами делились, как они учатся, их впечатления. Вот, ну и давайте уже чуть более подробнее. Мы этим летом, когда наш преподаватель прошел обучение, здесь присутствует на площадке, участвует, мы заключили соглашение с компанией Яндекс, что у нас открывается Яндекс.Лицей. Мы провели ремонт в одном кабинете, выделили отдельно кабинет и будем оснащать его современным компьютерным оборудованием.
Ну, вообще, этот проект Яндекс.Лицея, он призван решить в том числе вот дефицит кадров для IT-отрасли, потому что отрасль IT-технологий бурно развивается очень быстрыми темпами, а кадры для этого развития мы не успеваем готовить. Программирование, по сути, оно становится основной, главной компетенцией 21 века. Сейчас каждый человек умеет работать с компьютером, умеет там работать в офисных программах, умеет работать в социальных сетях, так и в скором времени каждый человек будет знать основы, азы программирования. Далее, вот контингент, аудитория слушателей для Яндекс.Лицея – это дети 14 до 16 лет, ученики 8 и 9 классов школ. И они у нас будут обучаться 2 года языку промышленного программирования Python, Python. Обучение длится 2 года, делится на 2 больших модуля. По успешному завершению обучения выпускник Яндекс.Лицея получает 2 документа. Это удостоверение нашего колледжа о том, что он освоил программу промышленного программирования, и сертификат Яндекс.Лицея. Но, что самое важное, он получает статус джуниора, то есть младшего разработчика. Этот статус очень ценится в профессиональном сообществе программистов, айтишников, IT-предпринимателей. По сути, он может, когда закончит двухлетнее обучение в Яндекс.Лицее, он может сразу пойти работать. У нас, как вы знаете, в республике бурно развивается тоже IT-индустрия. У нас есть компании с мировым именем, они тоже остро нуждаются в кадрах для своего дальнейшего развития. Они по всем регионам распространяются, даже по другим странам. Вот. И выпускник может спокойно устроиться в Майтону, в Синет, InDriver и другие IT-компании республики. Вот. Также этот проект повышает квалификацию преподавателей. Вот наш преподаватель Никифоров Дмитрий Владиславович, он, вы же понимаете, что в образовательных учреждениях работают преподаватели. В основном их стезя – это педагогика. Но здесь уже приходится в Яндекс.Лицее становиться также практикующим программистом. Вот и Дмитрий Владиславович, хоть и было сложно, обучение было очень сложное, приходилось писать много небольших программ в сжатые сроки, как действительно профессиональные работающие программисты, практикующие. Вот. И, конечно, Яндекс.Лицей решает также задачу качественного образования по всем регионам. Обучение строится так, что дистанционно методисты Яндекс.Лицея координируют прохождение обучения школьниками во многих регионах. Все это делается удаленно, контроль качества, методическое сопровождение. Здесь у нас на местах, конкретно в нашем колледже, преподаватель будет с ними уже очно вести образовательную работу, разбирать материал. Вот. Обучение, получается, это у нас дополнительное образование школьников. Занятия проходят 2 раза в неделю, 2 занятия по 2 часа. Структура проекта. Обучение проходит через образовательную среду Яндекс.Лицея, через их портал, тестирование, задания, проекты, которые ученики во время обучения будут писать реальные проекты. Будут писать программы, небольшие игры, небольшие
какие-то функциональные программы. Все это будет проходить через портал. Мы получаем от компании Яндекс их разработанный ими образовательный контент, который разрабатывала их школа анализа данных, очень сильная, мощная структура, которую они давно создали, и они работают по социальному направлению. Тестирование, задача, все это проходит автоматически в портале. Коммуникация выстроена так, что ученик обучается у преподавателя, преподаватель, в свою очередь, постоянно обучается у методиста проекта Яндекс. Ну и ученик постоянно взаимодействует с командой проекта. Цели, практические цели – это научить школьников азам профессии программиста и изучить один конкретный язык Python, который в мире и профессиональном обществе считается основным, базовым. Если ты научился и понял этот язык, умеешь на нем свободно программировать, то ты уже можешь, в принципе, любые задачи делать. Например, тот же YouTube, который мы все знаем, он частично работает на языке Python. Ну и так как это базовый язык программирования, он более понятный и фундаментальный. Если его изучить, понимание изучения других языков программирования будет проходить намного легче. Ну и далее проект развивает soft skills с школьников, так как учит работать в команде, работать над проектами и учит самостоятельности. Потому что образовательная программа Яндекса, она разрабатывалась несколько лет, постоянно совершенствовалась и уже достигла такого баланса между самостоятельностью школьника и обучением преподавателя. Вы видите, что более 600 различных задач будут изучать в течение 2 лет школьники. И со второго года уже начинают писать настоящие программы. Первый модуль это называется «Основа программирования на языке Python», и второй модуль это «Основа промышленного программирования». И на выходе мы получаем младшего разработчика. И с сертификатом Яндекс.Лицея такого выпускника любая IT-компания сходу возьмет. Что дает Яндекс.Лицей для школьников? Это возможность бесплатного. Школьники обучаются бесплатно, они ничего не платят. Получение знаний, программирования на уровне разработчика. И в целом у него, конечно, формируются навыки, которые как никогда нужны в нашу эпоху цифровой экономики. И, конечно, обучение в Яндекс.Лицее, оно коррелирует с движением Junior WorldSkills. Есть IT-компетенции Junior по языкам программирования. И так как учиться у нас будут лучшие из лучших, наиболее талантливые, наиболее мотивированные школьники, то и будут дальше углублять знания языков программирования у нас, то мы их видим как будущих участников и даже чемпионов Junior WorldSkills. Какой ученик к нам попадет? Это от 14 до 16 лет школьник 8-9 класса. Он должен, главное, от него требуется понимание, интерес к математике, наличие логики, интерес к IT-технологиям, системное мышление. Он может не уметь программировать, мы всему этому научим сами. Главное, чтобы был фундамент и база ученика. Что касательно отбора, отбор откроется 30 августа.
Отбор будет проходить сначала на портале Яндекс.Лицея. Ученики будут туда давать заявление и далее проходить, ну, сразу скажу, очень сложное входное испытание. Будут решать тесты, будут проходить испытания на логику, на математику, на IT-технологии. Это только вот первый этап, и думаю, уже на первом этапе будет большой отсев. Второй этап будет проходить очное собеседование у нас на нашей площадке Яндекс.Лицея, где наш преподаватель, команда проекта будут собеседовать каждого ученика. Набор планируется в первый год 2 группы. Это от 12 до 15 человек одна группа, ну и всего от 25 до 30 школьников. И это будут лучшие из лучших. Для набора мы, Яндекс.Лицей, мы, наш колледж связи и энергетики, Министерство образования, мы планируем развернуть большую информационную кампанию, подключить ряд СМИ и чтобы все школьники города Якутска получили полную информацию, были проинформированы, и чтобы мы не упустили талантливых школьников. Что дает Яндекс.Лицей для преподавателей? Ну, да, вот, конечно, это возможность работы вот именно с прошедшими отбор, лучшими из лучших, талантливыми и с высокой мотивацией учениками. Это, само собой, само по себе это награда, можно сказать. Далее это очень большой опыт работы с командой Яндекса и работы с инструментами Яндекса. У них очень хорошие современные инструменты. Это грамотное использование и облачных технологий, и разных мониторинговых инструментов. Все это будет использоваться во время обучения, и преподаватель во время того, как он будет учить школьников, он будет постоянно учиться. Он будет и сам изучать язык программирования, углубляться постоянно, он будет изучать эти инструменты, ну и он будет постоянно общаться с методистами Яндекса насчет технологий преподавания. Вот. Ну и, конечно, это включение вот профессионального сообщества проекта, сообщества грамотных, хороших программистов, педагогов. Вот. Ну и этим преподавателем может быть как и наш преподаватель образовательной организации, это может быть программист работающий, который будет совмещать и преподавать на площадках Яндекс.Лицея. Это может быть школьный учитель. Вот. Как я уже говорил, у каждого преподавателя прикреплен свой методист, полное техническое сопровождение обеспечиваем. Все инструкции, рекомендации, материалы, они уже давно разработаны и доведены до идеала, так скажем. Будут работать линии связи, слушатель, команда проекта местная, слушатель, команда уже федеральная, команда компании Яндекс. Вот. Каждый модуль тщательно готовится. Преподаватели перед каждым модулем проходят инструктаж, обучение, введение от опытного методиста Яндекса. Ну и далее сам преподаватель может во время реализации проекта тоже проходить и другие курсы повышения квалификации от Яндекса. Что дает Яндекс.Лицей для образовательного учреждения? Это могут быть школы, это могут быть колледжи, техникумы, это могут быть IT-клубы, детские технопарки, вузы, центры доп. Образования. Тут больших ограничений нет. И площадка, вот образовательная организация, что получает? Это тщательно выверенный, компетентный, профессиональный образовательный курс по программированию. Вот. И инструменты вот привлечения талантливых
главное, мотивированных школьников и преподавателей. Вот. Ну и мы ждем с 1 октября около 30 молодых программистов, ну, будущих программистов, мотивированных, которые после обучения Яндекс.Лицея либо будут готовы сразу пойти работать, либо поступать к нам в колледж. Так как недаром мы прошли отбор, на самом деле, мы себя позиционируем как IT-колледж. У нас очень сильные преподаватели по программированию, база очень хорошая. Наши студенты регулярно добиваются больших успехов по линии WorldSkills. Например, вот в сентябре в финале сразу 5 наших студентов участвуют в финале национального чемпионата WorldSkills. Либо весной, вы наверняка знаете, проходил большой республиканский хакатон «Моя профессия IT» среди школ, среди студентов СПО и высшего образования. Вот, этот хакатон начался очно, но потом из-за всем известных обстоятельств перешел на дистанционную форму и, наоборот, благодаря этому охватил еще больше участников хакатона. И наши студенты Якутского колледжа связи и энергетики, они заняли первые 2 места, это они участвовали командами и взяли все 3 личные номинации: лучший разработчик, менеджер, дизайнер. Далее, вот для образовательной организации дает повышение квалификации преподавателя. Мы уже будем надеяться, что наши преподаватели от теоретиков, от педагогов будут также и практикующими программистами. Ну и если вот когда эти выпускники Яндекс.Лицея поступят к нам на первый курс и уже будут дальше углублять свои познания в программировании, например, у нас вот специальность информационной системы и программирования, мы там готовим программистов по различным квалификациям, начиная от веб-разработчика до администратора баз данных. И у них будет возможность к нам поступить и дальше уже получать профессиональное образование программиста. Ну и про Junior Skills я уже говорил. Мы планируем слушателей Яндекс.Лицея продвигать различные чемпионаты Junior. Ну, нормативное поле Яндекс.Лицея – это всем известные федеральные документы, все в поле федерального закона образования. Проект реализуется в целях развития стратегии развития отрасли IT. Проект реализуется в рамках программы «Цифровая экономика» Российской Федерации и в рамках национального проекта образования. Вот всем известны федеральные проекты вам: «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» и «Учитель будущего». На данный момент Яндекс.Лицей расположен вот в 58 регионах. У нас в Якутии это первая площадка. Ага. Ну и вам, наверное, интересно, можем ли мы тоже участвовать? Мы тоже хотим стать площадкой Яндекс.Лицея. В следующем году, в 2021 году, начиная с весны, откроется дальнейший отбор площадок Яндекс.Лицея. Всех призываю участвовать, пробовать свои силы, особенно вот IT-кубы, точки роста, кванториумы. Угу. Ну, для этого требуется, вот как вы видите, чтобы площадка прошла отбор. Ну, отбор там не слишком высокий, там средние требования к материальной базе: компьютеры, скорость интернета, чтобы были достаточные, чтобы были готовы выделить отдельный кабинет. Ну и то, что гарантии того, что слушатели Яндекс.Лицея будут учиться бесплатно. Ну, те, которые к нам придут 1 октября, они, конечно, ничего не будут платить, если они пройдут отбор. Вот. Ну, тут встает для нас уже острый вопрос, как нам финансировать этот проект.
как нам платить зарплату преподавателю. Вот. Ну, к этому вопросу я еще вернусь ближе к концу, когда будем вырабатывать предложения для решения нашей площадки августовского совещания. Ну и должна быть готовность участия в проекте минимум 2 года, так как обучение будет длиться 2 года. Ну вот, здесь мы видим часть дорожной карты. Все вот эти первые 2 этапа мы уже прошли. Так. Ну, самое сложное для отбора – это прохождение обучения преподавателей. Как я уже говорил, обучение было очень сложное. Мы изначально включили для обучения 7 преподавателей и дошел до конца только 1 преподаватель. Ну и другие коллеги с образовательных учреждений, к сожалению, там преподаватели тоже не смогли пройти, получается. Поэтому вот могу посоветовать, что рассмотрите варианты привлечения внешних совместителей, получается, с IT-предприятий. Ну вот, запуск проекта, сейчас этот период, этап уже начинается. С 30 августа, как я сказал, открывается прием заявлений через портал, и там будут проходить вступительные испытания и очное собеседование. Вот. Ну, открытие торжественное мы, конечно, организуем, и с 1 октября начинается обучение. Угу. Ну, во-первых, координатор региона Министерства образования и науки поддерживает этот проект, выступает координатором. Далее вот мы, это координатор площадки, мы занимаемся вот таким административным сопровождением, информированием, организационными вопросами. Ну и очень большая роль выделяется для преподавателя. Он и проводит сам очные собеседования, обучение, актуализация тематических планов, журналы, ну и должен будет постоянно также заниматься своим развитием, повышением квалификации. Ну, так, в заключение я бы хотел сказать, что какие проблемы могут для нас возникнуть, либо возникнуть для будущих площадок Яндекс.Лицея. Это, во-первых, мы хотим попросить информационной помощи, чтобы каждый школьник в ваших школах, население знали, что у нас в республике такой хороший, замечательный проект Яндекс.Лицей открывается, что есть возможность бесплатно обучиться на самом высоком уровне под эгидой такой крупной компании, как Яндекс, с мировым именем. Вот, и просим проинформировать преподавателей, школьников, родителей. Конечно, в СМИ будет проходить информационная кампания. Ну, лучше, конечно, тоже по профессиональным связям, чтобы школы и управление образования знали об этом проекте. Ну и вторая проблема, которую я уже упоминал, то что так как мы будем обучать не своих студентов, а школьников с муниципальных школ, мы не можем направить финансирование с нашего государственного задания. Вот. И мы бы хотели обсудить с управлениями образования, с школами вот эти возможные механизмы финансирования. Ну, поэтому хотелось бы, чтобы эти предложения были включены в итоговое решение августовского совещания. Ну, у меня все. Спасибо за внимание. Николай. Ага, поступило несколько вопросов. Ну, давайте я вот пожалуйста. Посмотрим вопросы.
Обучающие 16 лет из 10 класса не могут поступать. Ну, видите, вот требования Яндекса от 14 до 16 лет и 8 и 9 класс. Почему так сделано? Ну, потому что вот за 2 года обучения 8 и 9 класс ученик уже может уйти со школы с аттестатом среднего образования и дальше либо поступать в профобразование, либо идти работать. Ну, видимо, еще также с профессиональной точки зрения подсчитано, что тем моложе слушатель, обучающийся, тем он лучше впитывает в себя информацию и обучается новому. Если слишком рано, ему будет сложно, если слишком поздно, ему также будет уже непонятно. Ну, он уже не сможет так хорошо впитывать информацию. Да, школьники 9 класса могут поступать, вижу вопрос. Дистанционное обучение для улусов может быть организовано? Ну, к сожалению, нет. Обучение Яндекс.Лицея предполагает очное обучение. Поэтому, получается, наша площадка Якутская колледж связи и энергетики охватывает город Якутск, ну, возможно, еще поселок Жатай. Если для школьников вопросы логистики будут решены. Ага. Видео этой секции будет на YouTube-канале. Ну, у нас в данное время производится запись мероприятия, и эта запись, я думаю, будет размещена вместе с другими мероприятиями августовского совещания. Курсы для учителей. Ну, курсы для учителей, если вы будете подаваться как будущая Яндекс.Лицей площадка в следующем году, то ваши преподаватели будут проходить обучение. Это обучение и есть вступительный отбор преподавателя в проект. Если он не сможет завершить обучение, то, получается, остается без сертификации преподавателя Яндекс.Лицея. Ну, да, это обучение. Ну, если больше нет вопросов в чате, то уже можем двигаться дальше. У нас есть эксперты, потом в конце мы можем дальше еще в устном текстовом формате ответить на вопросы. Спасибо, Николай Николаевич. Так, переходим на, хотела сказать, прениям, скорее выступлением, предложением и слово эксперта. Так, ждем реплику или предложение от колледжа связи. Записался Гаврил Иннокентьевич, директор Якутского Добрый день. Связи и энергетики, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно, да? Слышно. Всех приветствую, поздравляю с началом августовского совещания. Рад видеть свою учительницу Светлану Нестеровну. Светлана Нестеровна, вам привет. Это моя учительница, которая меня очень многому научила в жизни. Благодарю Николая Николаевича за доклад. Да, надо Николая Николаевича еще поздравить с назначением его директором транспортного техникума. Он буквально 3 дня назад ушел на повышение из нашего колледжа, стал директором транспортного техникума. Наверное, его поздравить и поблагодарить его то, что он не бросает начатые проекты, рассказал о Яндекс.Лицее, о наших мастерских. Курировать данный проект будет тоже новый заместитель директора доктор Фаяв Владимирович. Он здесь тоже присутствует, наверное, сейчас подключится. И наш колледж будет активно участвовать. Мы надеемся, что такой проект, как Яндекс.Лицей, IT-школа Samsung по всей республике будет развиваться. Мы готовы работать. Да, есть моменты, которые мы должны решить по вопросам финансирования. Я надеюсь, что с 1 сентября Управление образования города Якутска, Центр доп. Образования города Якутска и республиканские центры подключатся для решения этого вопроса. Спасибо. Готов ответить на наши вопросы. Спасибо, Гаврил Иннокентьевич. Конечно, проблемный вопрос стоит в вопросе финансирования именно преподавателей, которые будут вести Яндекс.Лицей, будут учить языку программирования. Конечно, мы все поздравляем от всей души Николая Николаевича назначением директором транспортного техникума в Нижнем Бесяхе.
Я поздравляю своего коллегу Аяла Владимировича тоже с назначением. Очень рада услышать такую новость сегодня. Ага. Спасибо, Марьяна Моисеевна, я вас слышу. Угу. Так. Он на связи. Я на связи. Ну, надеемся на совместную работу как раз по этим мероприятиям, которые Николай Николаевич сегодня огласил, по Яндекс.Лицею. И Марьяна Моисеевна, с вами тоже дальше будем сотрудничать. Уже в качестве заместителя директора Якутского колледжа связи и других коллег тоже созываю принять участие активно. Спасибо. Так, озвучена Светлана Нестеровна, она тоже записалась сегодня выступить. Пожалуйста, Светлана Нестеровна, директор школы номер 7 города Якутска. Меня слышно? Слышно. Слышно, да? Видно, да. Уважаемые коллеги, добрый день. С интересом выслушала вот эти оба проекта, очень интересные. Опыт совместной работы с индустриально-педагогическим колледжем школы номер 9 города Якутска – это очень прекрасный проект, это очень полезный и для детей школы, и для колледжа тоже, потому что часть детей, я не сомневаюсь, придут потом в ваш колледж. И второй проект тоже Яндекс лицей. Ну, с большим интересом это я выслушала, и как бы хорошо бы нам, кому-нибудь туда попасть, но все хотят работать с одаренными детьми, с талантливыми, а мир до сих пор держался не на отличниках, а на таких людях, которые имели в школьном образовании тройки, да. Ну, а дальше я хотела бы поделиться мыслями вообще по тематике площадки «Ресурсы СПО школам». Так, ну, в системе общего нашего школьного образования на сегодня также по инерции как бы сохраняется нацеленность на получение большинством детей высшего образования. И мы тут с некоторыми коллегами говорим о том, что сегодня хорошо работающая школа как бы помогает оттоку будущих квалифицированных кадров из республики, потому что очень серьезное внимание начало уделяться работе с одаренными детьми, с талантливыми детьми. Тут школа Арктики открывается, Малая академия наук и так далее. Все это очень хорошо, но хорошо было бы параллельно вести и работу по подготовке кадров для республики. Ну, есть понятие на сегодня потребность на рынке труда, топ-50 рабочих профессий республики, навигатор профессии Дальнего Востока, который разрабатывается агентством по развитию человеческого капитала Дальнего Востока. Мы в школе в своем вообще-то стараемся вести работу по пропаганде линейки школа, колледж, вуз, потому что я как человек опытный все это как-то понимаю, что такая вот ступенчатая подготовка дает очень хорошую такую подготовку, базу для подготовки специалистов. И сегодня я вижу, что идет в учреждениях СПО очень серьезное обновление материально-технической базы. И там есть кадры, которые хорошо проводят практикоориентированные курсы для детей. Ну вот как вот использует их школа номер 9, да? Появился чемпионат профмастерства, билет «Будущее». И вчера я услышала на пленарном заседании, что с этого года билет «Будущее» планирует и активное такое участие родителей наших учеников, потому что все-таки в конце концов окончательные решения получают родители. Поэтому их тоже надо будет уже водить очень активно на экскурсии, на площадки и так далее. Мы в школе более тесно работаем с учреждением СПО, конкретно с колледжем инфраструктурных технологий, директор бессмертный Алексей Михайлович, по привлечению ведущих специалистов этого колледжа
для работы с нашими детьми из профильных классов, в разработке содержания образования в технологических и IT-классах профильных, в работе летних лагерей в прошлом году. Они нам очень помогли провести вот эту профильную смену лагеря, но в этом году этого не получилось в связи с пандемией. Подготовке, они нам очень помогли в подготовке наших учащихся к участию на чемпионате профмастерства WorldSkills Junior по нескольким компетенциям. У нас есть 2 призовых места на республиканском уровне. Также у нас были с ними большие планы по повышению квалификации педагогических кадров по информационно-коммуникационным технологиям, ну, где у них есть очень хорошие кадры. Я очень надеюсь, что в этом плане мы с колледжем связи и энергетики будем тоже совместно работать. Мой ученик Гавриил Иннокентьевич тоже, наверное, ну, сделает, ну, окажет нам помощь. Так, далее с Марьяной Моисеевной тоже мы встречались, обсуждали, как нам взаимодействовать в дальнейшем, разрабатывали программу взаимодействия. Ну, помешала эпидемия, но дальше мы хотим использовать их базу для углубленного изучения предмета технологии. Есть у нас класс, вот такой профильный класс, и далее будем создавать тоже такие классы технологические, и будем, конечно же, опираться и на помощь учреждения вот СПО и кадров. Поэтому я заканчиваю, я хочу предложить там в своих заключительных документах как-то, ну, вот следующее предложение, да, продолжить вот профориентационную работу с опорой на базу и эти проекты СПО, учреждения СПО, использовать кадровый и технологический потенциал учреждения СПО вот для школ, проводить с помощью специалистов, преподавателей учреждения СПО практикоориентированные курсы для профильных классов и классов школ по предметной области технология, так, обеспечить взаимодействие от наших педагогических, научно-педагогических кадров по этим направлениям. Но могут быть такие общеметодические вот объединения учителей технологий и преподавателей СПО. Вот эти объединенные методические объединения там могут очень большую пользу принести этим учителям и преподавателям, взаимодействовать, там, обсуждать содержание этих предметных областей и так далее. Так, ну, в основном так. Светлана Нестеровна, очень интересные предложения, которые мы выслушали, записали, и надеемся, что вы отправите еще вот свои предложения в письменной форме, чтобы мы еще проект наш занесли, некоторые ваши предложения. В основном мы говорили о городских школах, а может быть подключение будет с какого-нибудь вуза, в вашем вузе, школа-колледж или школа-техникум, они смогут взаимодействовать? Добрый день. Так, Елена Дмитриевна вышла с Унтарского вуза, замначальника управления образования. Пожалуйста, Елена Дмитриевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень интересная площадка выдалась, и спасибо всем за обмен мнениями. Хотелось бы по поводу первого проекта выразить свою тоже, да, точку зрения. Ну, в нашем ЛУСе это тоже может быть реализовано, потому что так как Сунтарский ЛУС находится на большом расстоянии, у нас есть дефицит кадров. То есть ежегодно у нас 40-60 вакансий выходит. И среди них тоже могут быть учителя технологий. И для того, чтобы восполнить, да, этот дефицит кадров, можно, в принципе, и использовать базу
среднего профессионального образования. В частности, у нас в селе Сунтар находится Сунтарский технологический колледж, который выпускает по нескольким профессиям специалистов. Но по сетевому вообще взаимодействию уже ведется работа. В частности, сейчас, в этом году у нас открываются еще 2 школы точки роста дополнительно, да, и в целом их будет 4. Но базы этих школ будет недостаточно, и можно будет использовать и базу среднего профессионального образования. Также было мнение, такое возникло, то, что с возможности при обучении в СПО, кроме получения профессиональных навыков и профориентации, еще для школ, мне кажется, есть возможность сохранения контингента 10-11 классов в школе, так как они будут получать среднее общее образование и еще дополнительно получать профессиональное обучение параллельно в профессиональных образовательных организациях. То есть не будут уходить после 9 класса. То есть если там они в 10-11 классе будут получать дополнительное профессиональное образование, то есть возможность сохранить контингент в школах, что для школ тоже является актуальным. Ну, конечно же, в этом году в связи с тем, что аттестаты выдали всем детям, да, соответственно, независимо от сдачи ЕГЭ, то у нас наблюдается увеличение поступаемости в средние профессиональные учреждения. И, конечно же, это будет дополнительным тоже. То есть ребенок знакомится в школе, и, соответственно, он уже знаком с базой, знаком с профессией и может в дальнейшем поступить в эти профессиональные образовательные организации. Ну и напоследок хочу пригласить на сентябрьское совещание тоже с Якутский индустриальный педагогический колледж, чтобы вы выступили тоже с этим проектом для того, чтобы наши школы тоже могли бы задуматься и уже сотрудничать с нашим колледжем Сунтарским. Спасибо. Спасибо, Елена Дмитриевна. На примере одного улуса мы выслушали, что если имеется база, если есть профессиональная образовательная организация, тоже возможно сделать такую взаимно согласованную сетевую работу. Спасибо. Так, теперь слово хочу дать нашему эксперту Ольге Владимировне Яковлевой, специалисту по учебно-методической работе Института развития профессионального образования. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Слышно. Образовательный проект Яндекс.Лицей, он рекомендован ОНО «Цифровая экономика» и реализуется в логике федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Целью федерального проекта является подготовка высококвалифицированных кадров по IT. Проект Яндекс.Лицея успешно реализовывается уже во многих регионах страны, и отрадно то, что с этого года он запустится в нашей республике. Как раз-таки сейчас идет понимание того, что кадры по IT надо готовить уже со школы. И как раз-таки проект Яндекс.Лицея дает возможность детям уже на выходе из школы получать навыки, достаточные для того, чтобы
начать работу в качестве, например, младшего разработчика. Также хочу сказать, что с 1 сентября в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» стартует конкурсный отбор на предоставление грантов для школьников в размере 125 тысяч рублей, проявивших особые успехи в области математики, информатики и информационных технологий. Данный конкурсный отбор ежегодный, он запланирован до 2024 года. И обучающиеся и выпускники проекта Яндекс.Лицея являются потенциальными претендентами на получение данного гранта. Считаю, что проект Яндекс.Лицея – это очень хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Также для колледжа связи это возможность внести вклад в развитие цифровой экономики региона и воспитать поколение отличных IT-специалистов. Отдельно хочу сказать про колледж связи. Он является кузницей высококвалифицированных кадров по IT, славится хорошей базой, сильным преподавательским составом, что доказывают студенты, побеждая во многих конкурсах профмастерства, конкурсах WorldSkills и хакатонах. И надеюсь и желаю, чтобы в последующие годы другие образовательные организации, школы, организации доп. Образования детей присоединились к проекту Яндекс.Лицей и применили опыт колледжа связи. У меня все. Спасибо. Спасибо, Ольга Владимировна. Так, выступила Ольга Владимировна. Ну, надо сказать, вот я добавлю, это Ольга Владимировна, у нас администратор и куратор регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». Мы в качестве такого эксперта ее пригласили на нашу площадку. Угу. Так, еще есть желающие выступить? У кого-то может быть реплика. Так, время наше заканчивается, поэтому давайте перейдем к проекту нашего решения. Ну, если нет возражений, вот у меня, я уже озвучил два предложения. Это первое насчет информационной поддержки школ, управления образования Якутска, и второе механизмы финансирования преподавательских расходов Яндекс.Лицея. Так, решение по Яндекс.Лицею вы видите 3-4 пункт. Общеобразовательным организациям города Якутска информировать и направить обучающихся для обучения языкам программирования на базе Яндекс.Лицея. Так, и 4. Управление образования окружной администрации города совместно с Якутским колледжем связи и энергетики проработать механизмы финансирования преподавательских услуг. Так, вот это, как говорил Гавриил Иннокентьевич, директор, далее будут они отрабатывать, прорабатывать. Так, по нашему проекту, по проекту ЯИПК, первые 2 пункта. Организовать информационную работу среди СОЖ по СПО республики по проведению учебного предмета «Технология» на базе образовательной организации СПО. И второе, совместно СОЖ определить наиболее перспективные для нашего региона технологическое направление учебных предметов «Технология» на базе СПО, разработать план, проект для их реализации. Было тут предложение директора школы номер 7 Светланы Нестеровны организовать объединение учителей и преподавателей технологий. Я думаю, тут тоже будет уместно включить. Но все другие предложения, которые были высказаны, прошу вас отправить нам. Сегодня мы вот это решение окончательно должны прописать и отправить нашим организаторам. Так, по проекту решения у кого-нибудь есть еще предложения? Так, ну, кажется, все конкретно, все ясно. Работа нашей презентационной площадки прошла очень интересно, увлеченно. Как вошли более 70 участников, так и прослушали до конца. Надеюсь, что было интересно, потому что это презентационная площадка 2 проектов.
И проекты эти очень интересны для совместной сетевой работы школ и учреждений СПО. Надеюсь, мы цель свою достигли. Продолжим работать далее. Яндекс.Лицей двухгодичный проект, а наш проект 2 года мы уже отработали. В этом году тоже планируем работать и будем продолжать далее. Как я говорила вчера, в докладе министра прозвучало вот это предложение, должны сотрудничать, должны использовать мастерские базы учреждений СПО. Так, и далее в речи выступления нашего гостя с Москвы Олега Эдуардовича, замгенерального директора Союза «Молодые профессионалы», вот эта идея тоже прозвучала. Должны быть использованы базы СПО для школьников. Спасибо всем за участие. Ровно 1:30 мы уложились во времени. Всем хорошего здоровья. С началом нового учебного года. Всем успешной работы. Спасибо. Спасибо всем. До свидания, коллеги.